Ребят, всем привет! Очередная рыбалка на налима, ребят. Выезд в тайгу. Дело в том, что, ребят, попросил знакомых, и они меня выручают и забрасывают в тайгу. Они сами едут тоже на охоту, на рыбалочку, и как бы соизволили меня довести. Кто-то там уже в лесу, на избе. И сегодня мы едем, заехали в магазин купить там какие-то продукты. Вот на этой невочке будем карабкаться, забираться. Ну, они будут охотиться, отдыхать на избе, а я забросят меня на лодке, и я попробую порыбачить налима. Так что вперед, ребят. Ух ты! Такая ушка, ребят, серьезная. Нива утонула, но выехал. Надо в забродниках проверить. Да ебать, тут глина. Пробуют задом. Задом, ребят, кстати, намного передача работает лучше. Многие не знают, но зато радиатор сохраняет. Вот сейчас пиздец. Воды хапнул, хули. Хули, как там выйду, блядь? Давай. Чего? Выйди, я тебя возьму. Да как? Тут откроешь, пизда, не Не, откроешь? не, здесь-то нормально вроде. Не Не. надо. Давай она не сойдет. Лучше задом идти, блядь. Или тут, блядь, Багажник как открывать? там, ну, рукоятка, ну. Сука, блядь. Все, выключи фары, слышь. Так, чувак, до конца бойся и стопся. Самое главное, возьми его. Лаечки хорошенькие, да? Иди, красавец. Ай, красавец. Как дела? А, красавцы. Красавцы. Как она? Как дела? Где лоси? Нет, тут я что заеби? Где лоси? Хитрый снимай. И заглохло. Значит, ты по-новому. Что Давай. есть, сейчас посмотрим. А фара в этом, ну, низ фары в этом, в воде.
Да, 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 да. Не пар в воде. Да, да, Я да. говорю, это чмо нахуй, а вот это. Я аж так что хапнул нахуй, и все. Гидроудар. Давай, ослабляй. Что, думаешь, гидроудра? О, Горыныч, блядь. Хуя ты в тапочках, блядь, рыбу пришел ловить, блядь. Привет. Ой, Блядь. Нет, домой везет, да, нахуй. Я ему нахуй жуть еще, он уже ничего не вылазил оттуда. Он наебался вообще, блядь. Горыныч, а я-то наебывать не. А я так хватит стоит. Приехали парни, к которым мы едем. И давайте доставать Ниву нашу. давай, давай, давай. Васька, тормозни. Дай Иван рули. Бля, Лёва, сиди. надо повернуть ключ, да? Нет, наверное, не заклинит. Может, заклинит. Хуй его знает. Да не заклинит, наверное. Ивана, мотор-то не крутит, да? Я не пробовал. Даже и не пробуй, нас сейчас пора выдать. Что там, пизда? О, Есть такую, брат, право возьми, потом сам ныряй. Веревка закрой, Здесь колоссе за рули. Да-да-да. Сейчас влево рули пока, влево, влево, влево. Все, ровно рули. Ебать, тут прыскается, сука, вода. хапнули воды, ребят. Фильтр, Что да? об этом Нива? Нива надо плавать, да похуй, а Нива топленый, бля, вот дефаны. Бля, тогда надо было его вообще туда тащить. Вот так, ребят. Бывает. А УАЗик прошел. УАЗик прошел. По хрену ему, бля. Да едь нахуй на Ниве, там хуйня дело, у меня, говорит, пол колеса было, блядь, крутой. Я сразу тему бросал, нахуй надо, блядь. Она не кончается нихуя, блядь. Она и не кончила, она вытащить надо, утром только будет, до полиса. И месяц, полтора месяца, то есть на солнце с видными дверями. Ну, а тут уже сейчас такого нет. Солнца-то уже, Васька, не будет. Полики замерзнут, конечно. Полики замерзнут, да? Машина сгниет за год, да? Я тебе полтора месяца после. А на этот, сейчас наоборот, как холода ебанут, сдуется, у тебя еще больше будет. Блядь, кого, печь. Вот так тебе попало. Потом не скрывал. Нет, ты не скрывал. Гидроудар, ребят, поймали. Гидроудар. Даже Ниву оно раз подводят, конечно. Ты вытащил резинку? Нет, проткнул, я не вытащил в столе. Должен выйти. Такого, блядь, что нахуй весь пол все это, блядь. Правильно, потому что под ковролином еще там. Так вот сжимаешь ковролины, нормально выходит. Васька тут сосил его, нахуй, он, блядь, долго сушил, нахуй, Давай. этот ковролин, блядь. Ты орешь-то, блядь? Иди сюда. Васька, ты что там делаешь? Дырявишь, да? А пробку надо продувать. А. Новую купить, да, деть, блядь. А, там пробки есть, да? Там пробки, да. Хуй пеной чбык, и все. Что, реально пробки специальные есть, да? Да? А, нифига. Отварка просто дырявишь? Да. Они типа пластмассовые, что ли? Резиновые. А, резиновые? Пластмассовые, не знаю. Ага. Просто не выходит, видишь. А, Они ну. смолой замазаны не выходят. А, Все, она потекла-то. Что-то не полито. а вон реально потекла, смотри. Потекла, да? Во, нифига. Ну хоть для людей сделали, слышь? Специально, что, блядь. Ну а если когда чего проткнешь, ничего не сделаешь. Потом
В этом месте нахуй кузов весь гнет. Сразу, да? Вот так, ребят. Есть пробочки, короче, если что, можно проткнуть. Вот здесь и текут. Вон, текет. Да, реально текет нормально. Все, ребят, короче. Не срабатывает ни насос, ничего. Все залило. Хотя открыли все патрубки. Подзалили. Долго ждали, потому что под таким наклоном стояло, и в итоге все, хана. Это лодка. Это лодка, Васька. Лодка, думали, загудели насос. Загудел. Это беда, слышь, я что могу сказать? Беда, нахуй. Короче, ребят, тянем Ниву до места, до лагеря. Тут оставлять не будем, там может ночью поковыряют пацаны еще. Посмотрим. Нейтралку, Лёва, нейтралку. Поехали. Габрас! Борщ. Охуенный борщ, я блядь, не думал. Так, ребят, заезжаем. Дома Тащат это не нас, борщ, тащат. нахуй. Что там борщ, Собаки блядь? бегают, играют. Ты, короче, как и, блядь, духнул нахуй, так и ебанул. По колее идем, блядь. Тогда кривой я, нахуй. Вы левее, Я могу. так еще будет. Скоро дороги не будет здесь. Вечером народ пишет, вы что это надо? Нормальный такой уклон, блин. Мыло-то, блядь. Ты, видать, все что ли потерял? О, выстреливает передача. Вот да, он даже на панели, смотри. О, деньги в этой воде. Это сейчас пизда будет, нахуй, да. Кому помогать какой? Неделю, наверное, слушали, нахуй. На Я станции. мыслю, что, блядь. Ну вот, ребят, добрались до балка. Вот этот друган вывез колясочку сегодня. Че ты красавец? Красавец. Красавец. Красавец, красавец. Красавчик. Стой, стой, стой. Здорово, браконьер, бля. Ребят, ты вытащил или так? Че, так вытащил?
Че, вы утонули? Все, не заводится, Что, пол посидения воды, ёпты. Ебать. А вы туда прямо заехали, в эту яму, да? 2 раза, да? Все сырое, да? Там багажник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Черпали полностью вода. Что тут будешь выгружать-то в багажнике? В багажнике тут у Дрюни вещи. Да, это у меня. А что, ты вещи здесь оставь. Мы туда пойдем. Там лодка, там. Пацаны занимаются косением, косят старицу, ребят, чтобы заниматься промыслом, ну, по весне получается. Все кусты, то, что тут мешают, они обрубают вот газонокосилками. Летом занимаются, осенью вот таким макаром, ребят. Ну, вот тут такой небольшой балок. Все убрали, все. Все ветки собрали, все делали. Ой, блядь. Там надо масло полить надо. Вон и приколов. Масло в лук, да. Так. Что, налима, да? Щука, А да, налил. проводка где? А это вон. Это у Кондратов. А куда все? Давай почистим, достанем укол. Так сейчас сделаем. Андрюха, нахуй куда там ехать? Вино докопать надо, пока светло. Много надо. Не, надо завтра. Надо отдохнуть. Стельки метровые будут. А И потом рябчики будем с утра отдыхать. должны были быть. Рябчики с утра будут. Ты же ушел от меня сегодня нахуй. С ружьем, блядь, совсем. Я не хотел заехать, честно. А налим на Я что хотел, попался? чтоб я ночью Налим на пришел. что попался? На червя и мелкий. А большой это у Васьки на сеть. А, да? Андрюха, нахуй оставьте не слушай вот это. Почисть, конечно, налимал. Сделай кочевуку. Все это ебань. А я, кстати, тебе презент же, это как А? хозяину керки. Ну, чисто в твоих угодьях тут, слышишь, туда-сюда. Ты снимаешь, да? Как не снимаю, снимаю. Так, Ну вот, ребята, оставили мужиков трапезничать, у них там промысел. Они занимаются в данный момент, косят кусты, получается, да, вот, чтобы, допустим, приехать по весне и заняться сетями, ну, рыбалка. Косят кусты, вот сейчас, когда воды нету. Кстати, кто занимается такими веществами, делами, вот ребята занимаются по осени, выезжают, специально уделяют дни и косят вот эти кусты газонокосилками, рубят, колят и сжигают. Вот, если видно, там идет дым, жгут костры. Сейчас привезли, попросили пацаны, мы привезли им 50 литров мазута, чтобы сжечь все это. Не то что оставить, а сжечь получается. Они готовят уху, ну, естественно, алкоголь у мужиков. Но я напросился, так что у меня нет вариантов выехать в эти места, и они взяли меня с удовольствием. И, короче, сейчас я заброшусь. Илья здесь был, Илюху вы все знаете, он был 2 дня здесь, помогал мужикам. У меня не было варианта выехать сюда. Я работал. Ну и, короче, как-то так. Ну а пока, ребят, занимаются люди, косят, да, ну какие-то там, еще какие-то моменты, допустим, к осени, к весне готовят вещи. Пока нет дождей, пока все хорошо. Ну, ставят там сетки. Вот они сейчас варят уху, там, оставляйся, говорит, посидим, покушаем. Ну, я приехал на рыбалку, так что дали мотор, лодку. Сейчас Илюха меня забросит. Попробуем добыть минок. И тут места классные, ребят, по налиму. Я точно знаю, что здесь хороший трофейный налим живет. Возможно, мы добудем сегодня. Ну, ладно. Идем до лодки, лодка где-то там. Так что вперед. Спускаюсь по тропе. Здесь подход к лодке. Такая кутерьма. Классная. Илюха ждет. Илюха, ты гудел, да? Пацаны там, ты что, ружье похватали? Уже хотели облаву делать, да? Вот хочу, ребят, показать. Он Илюха. Илюх, поздоровайся. Здорово, ребят. Пацаны знают его. Вот такой маночек на лося. Баночка и веревочка. Можно по-всякому. Откуда возьмете, смотри, вот можно здесь такой звук, можно здесь.
Можно так, можно здесь. Имитация лося на гону, вот как бы самец гонит. Ну, сегодня мы на лодочке, на моторе. Илюха за пультом. Сейчас съездим, посмотрим. Полный бак бензина, поперли. Погнали, да? Там яма, охуевшая. Тут яма 11 метров вот здесь. Вот здесь контраты сидят. А там все галька, вот такие камни. Понял. А вот здесь, да, они сидят, да? Попробуем немножек поковырять с Илюхой. Обрывы есть хорошие. Посмотрим. Правда, миножника нет. На таком месте перспективном. 197 Илюха говорит градусов. Поворот, да, Илюх? Поворот реки 197 градусов. Она идет так. И просто тупо резко. Она там забивает такие озера, и вот там в данный момент люди живут, промыслово, ну, ловят там на сеть и так далее. Ну все, ребят, остановились. Сейчас попробуем минок добыть. Хотя не знаю, получится, не получится. Ну, короче, пока вот как-то вот так. 4 час вечера, уже опаздываем. Ну, будем пробовать. Вот, ребят, ищем минок. Вода леденющая, но я разделся, солнце. Сегодня погода невероятно теплая. Пробуем добыть минок. Бродняк. Хотя один бровень дырявый. Илюха мне помогает. Хотя за целый день устал уже. Занимался делами. Вот так копаем. Что-то находим. Но не так сильно, конечно. Ноги слабо. Погодка, да, Илюх, сегодня? Погода, да? Завтра вообще огонь. А вон одна маленькая. Возьму ее. Выпала, я даже не заметил. Ой. Вот, все, исходил, смотри. Лось ходил? Сейчас я выгружу быстренько вещи и поедем ставить. Вот лось какой-то. А да, реально лось. Лось ходил. Недавно причем, слышь? Да. Гулял. Собака подымала ночью, я тебе говорю. А, да? А вон собака, смотри, она прям в упор к нему подходила. Да. Собака лося подымала прям ночью. Это вот, когда вы сейчас ночью были, да? Вот приехали, и лось переплыл, короче. Владька, говорит, вышел наш, он говорит, на том берегу стоит. Можно, кстати, подудеть. Подудь. Может, что-то будет. Мочить обязательно надо, ребятам обзор сделать. Да? Нормально гудит, да? Че, Илю? Секунду. Давай, вот здесь. Держи веревку. Вперед закидывай. Сколько, говоришь, метров здесь? 11. 11 метров? Ну ты кидай, потом если что, замотаем лишку. Ну, лишку-то замотаем, да. Понятное дело. На ту сторону. На ту? На ту не получится, на эту уже.
Да нет, какой тут 11. Ну, 11 вот там, вот на самом да? Ага, той бы веревки хватило даже. Всё, да? Да. Заматывай, да? Заматывай сейчас. Бутылку привязывай. Ну что, ребят, вот и забросился я на такой пляжик. Таинственный, красивый пляжик. Вот такой пляж, ребят, в данный момент. Илюха попер. Водка пошла. Где-то от лагеря, получается, километра 3 нахожусь. С Илюхой накопали минок, ребят, и закинули продольник. Закинули продольник. Вместе накопали минок и, короче, закинули продольничек. Там такой галечник, ребят, такой галечник. Вот там живет хорошая рыба, 100%. У меня еще остались миноги. Вот ведерки, миножки есть. Ночью от лагеря собака гоняла у хозяева лося. Вон здесь вот она его топтала. Вот он крутился, видно, бегал. А вот следы от собаки. Вот лось разворачивался, бегал, прыгал. Короче, как-то вот так он ходил здесь. Ну здесь такое сужение, ребят, классное. Сужение вообще. Вот в том месте вообще сужение просто, блин, оптимальное. Буквально метров 70 от берега до берега. И в этом месте я буду ставить донки, ребят, на налима. Ну, по рассказам, здесь хороший налим живет. Так что будем пробовать. Конечно, мы вообще не успели с этим продольником. Все, уже сумерки, уже закат. Солнце уже упало. Уже темно, уже темнеет. На камеру вообще, наверное, не передает ничего. У меня все вещи здесь выгружены. Сейчас буду расставлять донки. Так что, ребят, снимать в принципе не буду. Быстро раскидываюсь. И будем что-то думать, решать. Костер, дрова еще ничего не готовы. Там тайга, березняк такой. Ну где-то там надо будет искать дрова. На пляж сюда ничего не перетащить. Если максимум я скипячу где-то воду там или покушать приготовить, только там. А здесь буду сидеть всю ночь, рыбачить. Ну лишь бы никаких там медведей у меня не вышло и так далее и тому подобное. Вот, ребят, вторая доночка. Немножки у нас еще остались с Илюхой. С Илюхой быстро накопали. Здесь пески, ребят, пески. Минога будет моментально закапываться в грунт, в песок, в дно. Обильно надо рвать губу, потому что иначе это будет просто пустая закидка. Первая миножка. Два поводочка, ребят. Старые дедовские доночки, как я обычно люблю. Но взял 3 удильника. Хочу еще рядышком поставить, так как у нас, как ни странно, очень потеплело. Сегодня даже 20 градусов тепла, ребят. Это в республике Коми в наше время, но это в такое, это очень, конечно, удивительно. Так, 2 минушки, ребят. Груз грамм 180. Понеслась. Опа! Доночка длинная. Отлично. Добрался до коряжника. Там поближе поставил. Здесь поставил поменьше. Ну вот так периодически буду расставляться. Темнеет, ребят, вообще не успеваю. Летают рябчики вот так. Порхают аж. 2 косача вот так пролетело, аж гулькают. Ну осень, ребят, такая пора интересная. Красота просто, все зеленое, такое желто-оранжевое. Просто душа. Ну вот, ребят, расставил 6 доночек. И все, короче, ребят, хоть глазом проколи. Последние 2 донки ставил просто наслепую. Ну, вроде как будто получилось там немножко губу порвать и под позвоночник насадить вроде нормально. Остался один на пляже. Вот такой уже закат. Уже все уже конкретно потемнело. Топаю. Темно. Все, ребятки. Ничего не успел. Вообще абсолютно ничего не успел. Потому что мы, пока забрасывался, ну, видели сами, залили машину. Нас тащили. Пока туда-сюда, пока мы с Илюхой покатались, поискали обрывы, нашли минок. Кое-как накопали, очень тяжело. Я уже без вариантов остался на этом пляжу. Вот такие, не знаю, ничего не видать, наверное. Там уже видно, что закат. И вот немного речки. Здесь, ребят, я остановился. Вот как вещи лежали, как я выгружал, так они и лежат. Все, сейчас одеваю камеру. Ой, камеру, говорю, фонарь на лоб. Ну, забросился. Еще взял 3 удильника в чехле. Вот они здесь лежат. Это бывший спиннинг,
фидер. И я сейчас также добавлю грузила туда и поставлю на червя. Поставлю на червя и хочу добросить вот буквально до того обрыва, потому что расстояние не маленькое, и донки у меня, ребят, не слишком длинные, у меня такие обрывистые донки. На пляжу надо иметь хороший объем лески, потому что иной раз случаями, вот допустим вот здесь, где я сейчас стою, вот здесь донка просится метров 45, а здесь всего стоит 30, наверное, метров у меня. Так что 15 метров как будто бы еще надо туда, с откуда он пойдет и будет гулять по пескам. Ну хотя непонятно, потому что может ночью будет ходить на мелях, гулять, ну и будем ждать. Сейчас соберу вещи и соберу снасти, удильники и заброшу еще их. Ребят, есть фонарь. Фонарь, хороший фонарь, подарок отца. Ну, ребят, представляете, он горел в рюкзаке. Зараза. И все. Просто вообще батарея иссякла с ним. Ё-моё. Как так? Хотя перевозил его в такой коробке, но уже перевозил много раз, потому что он включается, постоянно включается. Из-за этого были моменты, то, что я попадал. И сейчас, в данный момент, я просто тупо без фонаря. И запасной, ребят, не взял. Запасной обычно всегда есть у меня батареечный. Ё-моё. Все, ребят, без света, просто без света. Это же без фонаря реально пропал. Сейчас идти в лес, взять дрова, но это невозможно. Как что делать, вообще непонятно. Жесть. Ну вот, телефона светит свет, но, естественно, я же с ним не буду ходить. Да. Да, Илюха уехал, договорились с ним на утро, что он поднимется на моторе и будет меня забирать. Ой-ой-ой. Не знаю, что делать. Тут где-то там на горе проскальзывала связь, может дозвонить, может фонарик у них есть на базе. Но это в любом случае есть, но опять же ему подниматься, это очень много времени займет. Бляха-муха. Есть пару банк, но отдал пацанам там USB-шник, который мог бы зарядить фонарь. Потому что они там двое суток уже в тайге, и у них посадились зарядки. Были там у них провода, но они что-то погорели. Есть аккумулятор, они могут зарядить, но я им отдал. И сам прогорел. Беда, беда, беда. Стараюсь, ребят, все равно что-то придумать. Вяжу снасти в темноте. Взял удильники, это сломанные спиннинги мои бывшие. Ну, из них тоже сделаю доночки. Ну, с ними можно будет закинуть уже на дальние бровки, потому что со спиннинга это очень легко делается. Сейчас привязываю поводки и поставлю на червя, на шматок червя. Пускай это будет. Вот такое грузило прицепил. Не знаю, попробуем. Насадим червя, ребят, крючок здоровенький. И такой пучок червей насадим. Ну, тепло, скажем, да. Мелочь будет грызть, но все равно насадим. Червя вот такой шматок. Просто шмат насадим. Если будет хороший налим, я думаю, мимо не пройдет. И закинем уже. Правда, в темноте плоховато, но что сделаешь? Если ты едешь в тайгу, тем более на такое расстояние, будь готов. Это мой косяк уже. Какие-то ребят отчаянно на моторе поднимаются. Темень, вообще ничего не видно. Они что-то прут. Хрен знает, кто такие, блин. Сейчас подойду, поговорим. Вот здесь донки или как? Тут ребят, донки полностью стоят по пляжу. А? Донки стоят по пляжу полностью. Какую длину? Ну, какую длину? По-разному. Вон доночка, допустим, стоит. Вон она. Они же есть, нет. Ну вот с самого пляжа до поворота вот донки Здесь стоят. последняя, нет. Да нет, от начала до конца, ну до середины пляжа донки стоят. А на той стороне нету. На той стороне нету. Поехали.
Это как я донизу, вот как я домки, да? До низу, да, до середины. За поворотом уже нету. Вот поднимемся. Потому что мы плавно пойдем, да, все соберем. Давай, поднимемся. Вот так ночью даже какие-то людоеды залетают. Это поход, ребят, плавучей сетью приехали ночью, пацаны, рыбачить. Все как могут, так рыбу и добывают. Вот сюда доплыли. Вот такие дела, блин. Это, походу, Илюха прет. Илюха прет. Попросил его, он дозвонился до него, привезти фонари мне. Короче, вроде он, и вон и мотор слышно. Вон фонарь виднеется. Давай, Илюх, еще дальше пройди. А? Еще дальше пройди. На тебя плыву. Не, давай дальше еще чуть, Илюх. Давай, заходи. Какой-то с фонаря что ли заряжаешь? А? С фонаря закидываешься? Я с камеры закидываю, блин. Там еще батарея села до кучи. Блин. Что, есть фонарь, да? Во, живем. Огонь. Илюха привез фонарь. Это шикарно. Это хорошо. Есть. Есть. Налим, ну, грамм 500. Небольшой. На дальней бровке взял. Грамм 500. Ну как взял? Норд. Норд нельзя. Норд нельзя. Норд. Грамм 500. Малыш вообще засекся сбоку, немного живая. Ну это жареных, что, это нормально налим. Ну конечно. Он ест? Ест рыбу? Не давай ему. Нарьяра. Ему не давай, он созрел сейчас кастрюлю супа. Ну вот, первая поклевка, первый налим. Время 7 вечера. Что, ребят, пока так и живем. Закинул все закидушки, все донки. Донки на миногу. Закидушки поставил на червя. Вылезла такая луна, ребят. Шикарная. Просто светло стало. Хозяйский Норд. Норд, иди сюда. Иди ко мне. Хороший пес, который поднимает лося. Поймал уже одного налима. Илюха привез фонари. Ну и в принципе нормально стало. Все хорошо, все весело. Ждем поклевки. Правда без костра. Очень охота что-то выпить, чаю или съесть чего-нибудь горячего. Газовая горелка в принципе есть, баллон. Может что-нибудь придумаем. Но как-то вот так пока. Интересная, ребят, ситуация. Помните, ставил закидушку. И какая-то, ну, слышно, мелочь на червя дергает. В итоге, ребят, такая ляпуха попалась. Ну, ляпуха отличная, я бы даже сказал. Неплохой подлещик. Грамм 200, наверное, 300. Ну, нет, достойный подлещара попался. Пучок червя был. Ну и отлично. Я думал, кто там лупит. Это, кажется, он подлещик. Ну, тепло, еще рановато. Ждем налива. Надо фидер, ребят. Еще один подлец попался. Такой же, чуть меньше. А поводок грубо, ребят. 0,3 леска, шмат червя. Крючок большой, секет. Ну вот попадается. А фидера нету, как обычно. Вот реальный способ выживания
Горелочка батина выручила сегодня. Тушенка, чайку вскипятить. И целый вечер вообще не грамма. Все сырое, дрова вообще далеко в лес заходить. Так хотя бы и дрова горят, и горелка работает. Горячее, ребят, все равно спасло. Хоть какой-то костерок, ну, что-то по пляжу нашел. Умудрилась забодяжить костерок, все равно какой-никакой. Вскипятил чайку. Ну, пахал тушенки, согрел. Нормально. Шпроты, хлеб там, помидоры. Все равно поправила меня. А так, ребят, белая рыба клюет до сих пор. Клюет, клюет, клюет. Время 10:30. Немножко молчит пока. Ну, мелко. Длинные донки еще где-то работают, а вот ближняя бровка, ну, она вообще никак не срабатывает. Светит луна. Вот такая. Освещает. Ну, на камеру не передает, но мне реально все видно. Потому что она классно светит. Вообще здоровски. Доночка, ребят, на червя. Первый поводок ёрш. Второй поводок на лемяха. Заглот. Но все-таки есть. Есть. Небольшой, но есть красавец. Поклевочка на миногу, ребят. И поклевка на червяный фидер. Будем ждать. Кто? Качает. Налим. Давай, друган, давай, раскачивай. О. Давай, раскачивай. Хожу, ребят, по пляжу, собираю дровишки, какие они есть. Потому что, ну, тут березовая роща, в принципе, там ничего такого нету интересного. Показалось, дома звонила. Сейчас недавно сход леща, крупного леща, хороший лещ. Ну, на донку я его не допер. Сошел, зараза, возле, по берегу уже начал, но там вода уже небольшая, не глубокая, и сошел. Зараза такой. Значит, 2 лаврухи у меня, 2 налимчика. Надо называть вещи именами. И все, ребят. 12 часов ночи. Тишина. Вообще тишина. Даже здесь меня вообще никак не радует. Это немного, конечно, обидно, но это рыбалка. Ну, обидно, потому что забрался, во-первых, куда ни попадя, и с чужой, ну, с чужой силой, так скажем. И фонарик, хотя он зарядился, ребят, знаете, фонарик он сам зарядился и начал работать. Это меня порадовало. Ну, как бы ни было, луна на камеру не передает, но здесь реально освещаемо, ребят. Хожу вот здесь, ищу какие-то ветки, вот такие, типа вот что-то такого, собираю, так, чтобы вот мой костерочек был на плаву. Ну, так хоть, чтобы скучно не было. Не знаю, как быть, как ждать утра. Ну, нет налима, ребят, крупного нет налима, я не знаю. Показывают мелкий налим на себя, но это не тот, что за кем я ехал, так скажем. Ладно, ну а что сделаешь? Будем жить, будем пробовать. Ребят, кстати, хотел сказать за пляж, он реально здоровый. Ну, допустим, у нас, где у нас райцентр, где мы купаемся, такого пляжа нету, он просто, я не знаю, ну, мега здоровый. И хожу, ребят, смотрите, вот, ну, не просто, ни песчинки, никто не ступал здесь. Но ступал лось и я. Человеческая нога и лось. И мои следы. Жесть. А пляж, ребят, реально здоровенный. И такая луна, и он освещается так, как будто я не знаю, на курорте где-то. Ну, ребят, не буду расстраиваться, потому что почему я попал без дров, без всего вот этого. Лоханулся. Мы ставили продольных с Ильей. По лету мы на него рыбачили неплохо.
Если кому будет непонятно, то есть видео на канале, как мы все лето рыбачили на продольник. Это рыбалка основная у нас была. Рыбалка такая промысловая. Вот. Так что, может быть, на продольник попадется трофей и перемекнет все эти несгоды и обиды. Попался, ребят, еще один подлещик. И все на одну же и ту же закидушку. Я не понимаю почему. Ну, здесь какая-то обровочка, наверное. Примерно метров 37-40 от берега. Попробую сейчас ближайшую сюда переставить, может. Здесь какая-то бровка идет и белая рыба клюет. Уже червя, получается, мелочь съедает уже, и какой-то кусочек остается, и вот подлещик все равно секется. Ну и такой неплохой лавруха, ну приятно. Ох ты, какой сопливый попался, ребят. Видите? Малыш какой. Вот тут вроде нормально получится его отпустить. Все шикарно. Давай, 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 давай. Давай, Джиган. Давай, давай. Попер. Малышок. Все, ребят, 5 час утра. Приехал Илюха ко мне. Под утро так ничего интересного не было. Небольшой налим и небольшой подлещик. К удивлению, конечно. Здесь уже ночью поставил длинные донки, очень длинные, на червяй. Видно, плывет грязь. Очень много грязи. Короче, вот такая рыбалка, ребят. Ну, конечно, здесь я страданул маленько. Так, есть рыба. Есть рыба. Опять же лещ. Опять же лещ. Опять же лещ, ребят. И ушел. Вот так, ребят. Берут лещи. Берут лещи. Я в шоке, конечно. Берут лещи. И опять же фидер не взял, блин. Можно было тут на прикормочку покормить, подлеца половить. Так, есть рыба. Есть рыба. Подсекаем. Что-то непонятное, мелкое что-то. Ясь. Ясь ушел, ясь. Хороший ясь, да? Зачет. Под утро, походу, вышли. Да, такой неплохой. На червяка, да? На червя, да. Я распутал. Распутал, да? Да. Ну, это там, в принципе, да, не этот. Нет, там геморрой геморроем был, но оно как бы петля в петле там, вот такая хуйня, знаешь. Ага. Ясь. Прикольно. А видишь, на миногу не трогай, это червя, он там подлещик попался. Там пусто было. Там пусто. Уже близко был закинут. Близко закинут. Я говорю, тут слишком далекий, я вот не поленился, вот эти длинные закинул. Потому что ночью. Извините, где? У меня. Тут раз за Харризом ходили, Григорьевича, короче, реанимацию делал, понял. Суком пробил. Ну тут я вообще вогнал, слишком конкретно, конечно. Крюк, бля. А там-то видел, какое жало-то? Конечно, на блесняк, нихуя себе. Я тебя вообще угораздил, когда нахуй сунуть. Да я этот чехол от треха, от песка, блин. И, короче, этот щелк аж пот, понял, пошел, блин. Аж согрелся сразу, моментально, блин. Жиденько. Солнце стало, красота. Бабье лето, осень. Вот на этом пляжу кочевал, так сказать. Ну, едем проверять продольничек.
миногу, смотри. Миногу, но Завязалась нахуй. завязалась. Узелок. Смотри-ка, пусто. Странно. Налимы-то должны быть все равно же. Как без налима-то? В принципе, уже нормально отошли. Нормально уже отошли. Белая минога, смотри. Я сказал, на него попадется что-нибудь интересное. Живая. Живая, они-то живучие. В самом деле. Тут забито. Как обычно возле грузила. Тут окунь. Засранец, блин. Окунь-то окунем не назовешь на самом деле. Смотри, налима нету. Вот, ребят, перед вами проверили продольник. Сейчас сматываем и вот хапнул окунь. Сходу, как на блесну, походу, взял. Он тут прям буквально подводкой взял. Прикинь. Уже хороший. Ну, такой более-менее окунявый, да, уже. Прикольно, блин. Ну, мы же с тобой, помнишь, тоже проверили. Поднимаемся. Бац, и... Да. Заглотил меня. Под утро. Ну что, ребят, погостил у людей, порыбачил. Ну, они как бы еще остаются там, с вечера хотят уезжать, но я решил пройти маршрут этот пешком до села. Позвонил в машине, уже за мной едут. Ну, иду сейчас, короче, ребят. В целом все неплохо. Просто изначально сразу пошло не так, потому что утопили Ниву, вы это видели. Пока мы ее доставали туда-сюда, пока за нами приехала машина, очень прошло времени, 2 часа мы потеряли. Ну и плюс сразу же начали ничего не успевать. Пока наловили миног, закинули продольник, хотели поставить основную снасть, но в итоге на нее мимо. И сел фонарик у меня. Я приехал поздно на место ловли. В итоге все быстрее, ни дрова, ничего. Кое-как пережил ночь. Ночь была вообще некомфортная. Но бывают такие рыбалки, как бы к этому надо готовиться. А так в целом 3 налима, чека, там 4 или 5 подлецов и ясь хороший, добротный. Ну и на продольник всего лишь 2 окуня, хотя рассчитывали на эту снасть поймать хорошо налима. Ну как-то так. Ну а люди там занимаются, я еще раз говорю, они рубят старицу, чтобы ставить сети по весне, готовятся к сезону, отдыхают, охотятся, выпивают, балдеют. Ну и вот такие дела. Все, ребят, солнышко встало, я иду бегом, подспотел маленько. Ну ничего, сейчас до села и до дому. Все, ребят, с вами прощаюсь. Это второй выход за налимом. Первый был на яме, второй был на пляжу. Ну вот видно, все по-разному. Ждем заморозков и будем выходить, рыбачить. Я в любом случае рыбалки 2-3 это как минимум дам по налиму. Так что может нам повезет в этом сезоне. Так что, ребят, всем пока. Удачи.